Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на потеряшку и узнаем, где он потерялся, с кем он находится, да и вообще в принципе, как у него там дела, что думает, что планирует. Если есть в вашем окружении такие потеряшки, либо были, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на человека, на мужчину загадайте и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы входят моими руками, пусть откроют то, что сейчас скрыто, то, о чем желаю. Так, действительно потеряшка, заблудшая душа. Угу. Ох, и накуролесил этот человек. Ох, и делов наделал. Шишек так много набил. Знаете, такое впечатление, что он сошел с ума. Либо в нем запустился процесс самоуничтожения. Девочки, женщины, мои хорошие, если вы с тонким строением психики, если вы очень впечатлительная, пожалуйста, переходите на другие видео и на другие каналы. Я боюсь, что эта информация вам не понравится, либо, не дай бог, еще может вас травмировать. Вот от чистого сердца говорю. Кто сильный, кто готов к правде, пожалуйста, оставайтесь. Я без купюр, без всякого преуменьшения буду говорить то, что вижу. Вижу я безобразие. В прямом смысле этого слова. Человек красивый, спору нет. Интересный, спору нет. Увлекающий. Такой, знаете, вот притягательный. Умеет красиво говорить, способен на широкие жесты. Знаете, такой птичкой, соловьем поет, когда ему надо. Но при этом абсолютно без корней. Ни к чему не привязан. Ничего серьезного в нем нет. Он ради достижения своих целей способен абсолютно на все. Надо обмануть — обманет. Надо выкрутиться. Надо какую-нибудь гадость сделать. Так он ее сделает. Такой вот он человек. Ваши отношения, вот с вашей стороны я вижу действительно чувства. Я вижу с вашей стороны, читаю, да, надежду. Вы подумали, что это ваш человек. Вы подумали, что именно с ним у вас все получится. Да? Вот нашла своего человечка. Туда-сюда вот отношения наладятся, семью создадим, будем жить как люди, да? Будем любить друг друга. Вы очень, кстати, терпеливая женщина. Бесспорно, очень терпеливая женщина. Вы не разглядели его червоточину, а она в нем, извините меня, размером с мяч, вот такая огромная, во всю голову. Непутевый человек, абсолютно. Он вас обманывал, он действительно искажал реальную ситуацию, реальное положение дел. Помимо вас, у него еще какие-то отношения были, а возможно даже и не одни. У него вообще очень много каких-то связей. Знаете, таких неразборчивых, каких-то вот грязных, омерзительных связей. Он не искал любви. Он искал в первую очередь удовольствий. Удовольствий. Действительно, это было так. Простите за эту горькую правду, но я не могу искажать то, что я вижу. Правда, мне не положено. Я медиум. За это меня накажут. Знаете, похожа ситуация на ситуацию патовую. Здесь не было другого выхода, здесь не было других вариантов. Здесь не могло случиться по-другому. Он бы все равно рано или поздно исчез. Пропал, и все, и Васькой звали.
Это хорошо, что вы не влюбились. Это хорошо, что вы не отдали ему и сердце, и душу. Да, он задел за живое, да, он поселился в вашей голове, но тем не менее, вот прям любовь я не вижу с вашей стороны. Увлеченность, да. Желание выстраивать отношения, да. Но не более. Это хорошо. С его стороны, ну простите, он вас использовал. В своих интересах он вас использовал. Кстати, у него были более обширные планы на вас. Более такие, знаете, вот гадкие планы на вас. Возможно, он хотел вами в большей мере воспользоваться. Возможно, он хотел что-то ваше у вас выпросить, выманить, выдурить, да, и, скажем так, сделать ноги. Но здесь за вас заступились. Заступились за вас духи вашего рода. Духи вашего рода обратились к высшим силам, чтобы вас оградили от этого, не побоюсь слова, преступника. А ведь он преступник по отношению к женщинам, да и вообще, в принципе, к людям. Он преступник. Такое вот поведение, отношение, оно преступно, в принципе. И вас просто отгородили. Вот как ширму повесили, да, чтобы он не нашел пути к вам. Не нашел. Вы, девочки, вместо того, чтобы думать о нем, ждать его, либо надеяться на то, что он вернется, Господи, перекреститесь, поблагодарите Создателя. Знаете как, чур меня, чур, пронесло, слава Богу. Избавили от этого вот абьюзера. Очень хочется материться, но я не буду. Так, что касается того, что с ним происходит. Какая-то афера. Он в процессе какой-то аферы обрабатывает какую-то другую женщину. Смотрите, он одной рукой ее вот подхватил, типа вот ты моя, люблю, а другой рукой он к ней в карман залез. Понимаете? Он ее банально ограбит, заберет все, что у нее есть, да, все ее ресурсы и исчезнет. Здесь отработанная схема. Это мошенник. Мошенник в чистом виде. Как они называются, эти, которые в любви обманывают? Альфонс. Альфонс, по-моему, называется. Да он хуже, чем Альфонс. Мне вообще к нему не прилипает это имя. Прилипает другое, но я публично стесняюсь его озвучить. Так, что будет дальше? Девочки, вы узнаете, чуть попозже вы узнаете о его подлой сути, о его подлой натуре. Возможно, на вас выйдет женщина, может быть, даже и не одна. У вас будет как клуб, да, сообщество обманутых женщин. Столько много подробностей ужасных узнаете, столько правды вот просто на голову упадет. Тяжело, конечно, будет это все принять, осознать. Мурашки будут идти по коже от его преступлений и от его злодеяний, то, что он совершал. Что касается его, пока побегает, пока тут еще преступлений поделает, но расплата будет очень жесткой, невероятно жесткой. Смотрите, его главное оружие – это его харизма, да, его внешний вид. Кстати, он за собой прям ухаживает. Да, он знает, во что укладываться. Вот. Какое-то безобразие у него будет на лице вследствие какой-то, то ли аварии, то ли какой-то, может быть, даже катастрофы. Что-то произойдет. У него лицо, знаете, как посечено будет. Посечено, порублено, со шрамами, с глубокими шрамами. И что-то с глазом будет. Его лишат его красоты, его лишат его здоровья, мужского здоровья лишат 100%. Его лишат всего того добра, к которому он так тянется. Да? Ведь он очень любит деньги, прям трясется за деньгами. Его всего лишат. Почему-то мне идет, что он свои дни закончит то ли в заключении, да, в каком-то, как в клетке, да, ощущение, как будто бы в клетке человек сидит, да, закрытый от всего мира. Либо это какая-то богадельня, да, может быть, хоспис какой-то. Один, никому не нужный, выброшенный за борт жизни. И только в этот момент до него дойдет, какое же он подлое и мерзкое создание.
Именно в тот момент он начнет раскаиваться. Но никого не будет рядом. Не у кого будет попросить прощения. Понимаете? Это вредитель. Вот простите меня, но вредитель. Я понимаю, что я сейчас задела чувства некоторых девочек, женщин, но я должна вам сказать эту правду. И эта правда в ближайшие несколько, может, недель, да, у кого-то месяц подтвердится. Вам и другие женщины, которые вот именно жертвы, его жертвы, об этом скажут. Не ждите его, не надейтесь на него. Бегите от него и от всего, что связано с ним. Это человек и вредный, и опасный, и губительный, девочки. Губительный, действительно губительный. В его сердце и в голове только лишь нажива, только лишь деньги, только лишь материальные блага. В любви каких-то других добрых, положительных человеческих качеств нет. Нет и не будет. Не будет. Вот таким он родился, вот таким он и живет. К сожалению, мне очень жаль, что вам довелось встретиться с таким человеком, но я за вас, лично я, рада, что вас избавили от участи жертвы. Кто-то, возможно, что-то ему и давал, да, но вы не так сильно пострадали, как пострадали другие. Да, иногда так в жизни бывает. Пожалуйста, примите этот урок, отпустите вы этого человека, забудьте вы о нем и живите дальше. Живите. Поверьте, найдется тот, кто действительно будет добр к вам, кто будет вас любить, кто будет вас оберегать. Настоящий мужчина. Не вот такая подделка, да, фейк пустой, а настоящий, добрый, хороший мужчина. Любовь будет крепкая, взаимная. Кстати, я вижу здесь и венчание, либо это как благословление свыше на ваш брак, на ваш союз. Девочки, счастье быть. Чуть-чуть подождите, и все наладится. Все будет хорошо. Простите и извините за такие предсказания, но это мой долг. Долг медиума говорить только лишь правду. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.